Здравствуйте. Сегодня у нас интервью с исполняющим обязанности главы Якутии Айсеном Николаевым. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Добрый вечер. Мы находимся на Алданской земле. Буквально за окном у нас проходит праздник Иссах-Халанхо. Как вам праздник, Айсен Сергеевич? Праздник замечательный. Я приятно удивлен тем, как район, его жители смогли организоваться и на самом деле на очень высоком уровне провести такой шикарный всенародный праздник Иссах-Халанхо. Что-то особенное выделите? Вы знаете, меня очень приятно опять поразило то, что здесь воочию видишь лозунг «Дружба народов» в действии. Потому что у нас в Якутске, например, да, Иссах тоже давно уже превратился в общенациональный праздник. Это уже давно не праздник одного народа, как было раньше. Но вместе с тем, в Алдане, конечно же, многие же даже высказывали скепсис. Да как там же и коренного населения очень мало, как же этот праздник будет проведен. Но вот сегодняшний прекрасно проведенный праздник, я думаю, что всем скептикам дал очень четкий, ясный, хороший ответ, что на самом деле дружба народов жива. И если народ сплачивается вокруг какой-то идеи, а здесь была идея именно, что мы, алданцы, должны показать всем, что мы можем такие праздники проводить на высоком уровне, и алданцы всей республики показали, что да, мы можем такие праздники проводить. Ну, все мы знаем, конечно, что сказал Владимир Владимирович Путин, да, в обращении к Федеральному собранию на прямой линии о прорыве. Нам нужен прорыв. Насколько республика готова к этому прорыву в целом? Это очень серьезный вопрос. Мы на самом деле обладаем сегодня всеми ресурсами, и природными, и техническими, научными, человеческими в первую очередь, для того, чтобы быть лидерами не то что Дальнего Востока, а лидерами всей страны. И именно такую задачу я сейчас ставлю перед правительством, перед органами управления, перед нашими крупнейшими корпорациями. И вообще я считаю, что население республики, мы должны все вокруг этой задачи тоже сплачиваться и решать эту задачу. Мы должны быть лидерами в России. Но лидерами для чего мы должны быть? Для того, чтобы люди здесь жили богато и счастливо. Вы знаете, это мне крайне не нравится, то, что, обладая такими огромными ресурсами, мы живем, даже не как середнячки, мы где-то там в 50-х, 60-х местах. Вот этого не должно быть. Якутия достойна жить гораздо лучше, и все ее районы достойны жить гораздо лучше, чем мы живем сегодня. Ну, вот этот прорыв, молодежь готова к нему, на ваш взгляд? Конечно. У нас очень высокообразованная молодежь, у нас очень энергичная молодежь. Я постоянно с ними встречаюсь, и я всегда в восхищении от тех идей, которые они дают, от той энергии, которая от них в хорошем смысле, вы знаете, просто идет. Да? И при правильной их поддержке они способны своротить горы. А на самом деле поддержка, знаете, она же во многих вопросах даже не денежная должна быть. Им просто не надо мешать. Не надо их пытаться загнать какие-то стандартные... Или дать какую-то идею. Да, их не надо пытаться загнать какие-то стандартные лекала, а надо дать возможность им творить. И тогда, вы знаете, очень многие вещи происходят, те, о которых мы даже недавно и не мечтали. Вот тот же якутское кино, я помню 5 лет назад, когда я их собирал у себя в мэрии города Якутска, и мы с ними разговаривали о поддержке кино, о развитии якутского кино. Я им сказал, у меня денег нет в городе, я вам денег не дам, но я буду оказывать вам моральную поддержку, я буду вас везде пропагандировать, я буду там организационные какие-то вопросы помогать вам решать. Но я верю в вас, и я верю, что через некоторое время вы начнете побеждать на международных кинофестивалях. Они все дружно рассмеялись, но они встали и пошли работать. И в итоге что мы имеем? В 2018 году главный гран-при Московского международного кинофестиваля «Якутский фильм». Сейчас я их собрал уже после этого, после кинофестиваля. Еще, опять же, будучи главой города, вручил им денежный приз 3 миллиона рублей за победу, которую они прославили не только Якутск, и не только Якутию, но и всю Россию. Но сказал, что все, товарищи кинематографисты, следующая ваша задача – это Канны или Оскар. Вы знаете, в этот раз они смеялись гораздо меньше. Да, для них уже это не кажется чем-то недостижимым. И поэтому, еще раз говорю, у нас прекрасная молодежь, надо просто им помогать и не мешая ей. Вот вы сказали пропаганда. А вообще, как вы считаете, пропаганды много у нас или мало? Смотря, что мы имеем в виду. Да, мы, к сожалению,
пропаганду воспринимаем как, знаете, вот только поддержку власти, действующей власти, ее действий и так далее. И вот это мы зачем? На самом деле я считаю, что у нас пропаганды многих хороших вещей недостаточно. Мы стесняемся порой пропагандировать наши достижения в культуре, мы в спорте, так, мы стыдимся говорить, что мы патриоты. Вот. Порой бывает такое, так, да. Это же неправильно. Мы должны хорошие вещи пропагандировать. А то у нас часто откроешь, там, включишь телевизор, там посмотришь, знаете, час-два, так и все, и хочется повеситься. Так, ну, как можно в такой стране вообще, как можно вообще жить, да, в такой ситуации? Я считаю, что все-таки позитив должен быть. И люди, знаете, к позитиву очень хорошо тянутся. Опять же, вот вспоминая пример Якутска, когда я в 2012 году пришел, в городе же была очень плохая ситуация, вообще по всем отраслям. Начиная от бродячих собак, заканчивая там вопросами людей, переселения людей из аварийного жилого фонда. Вот. Я уж не говорю о благоустройстве и так далее. Я вот помню, мы тогда посадили 250 тысяч цветов в 2012 году, как раз к очередным детям Азии. Мы все были такие гордые. Город вообще, тоже мы, и жители считали, ой, как хорошо, что много там цветов посадили и так далее. Вот. Но нам это начало нравиться, мы начали это пропагандировать, что вот давайте мы будем украшать город. И это же общеизвестно, мы в 2016 году посадили 1 000 000 цветов, в прошлом году 1 300 000, в этом году, если не ошибаюсь, вот ребята из города мне докладывали, что уже 1,5 миллиона цветов. Вот. И это пропаганда. Вот именно это сыграло роль пропаганды. Каждый год мы пропагандировали, что сажать цветы – это хорошо, сажать цветы – это приятно. Цветы нас радуют, так? И это делаем мы не для какого-то дяди или тети, да, какой-то тети, а для самих себя, чтобы мы жили в городе, где на самом деле за короткое лето мы должны насладиться, в том числе и цветами. Вот. Поэтому я считаю, что вот пропаганда, она должна быть. Возвращаясь к прорывам, какую роль в этом прорыве, в республиканском, да, нашем, вы отводите Алданскому району? Алданский район – это пионер индустриализации Якутии. Именно здесь 95 лет началась новая эпоха в истории Якутии, эпоха индустриальная. С тех пор Алдан всегда был в ряду флагманов нашей промышленности. Вот. И сейчас я считаю, что никоим образом Алдан не должен оставаться на заднем плане. Он, наоборот, должен достойно сохранять свое место и даже идти вперед. Потому что сейчас, кроме золотодобычи, здесь, я считаю, что все-таки те перспективные проекты, о которых много говорилось, мы должны начать реализовывать. Начиная от апатитов, заканчивая уже вопросами, связанными с реализацией здесь, на территории Алданского района, проектов нефтяных компаний и «Газпрома». Вот. Я считаю, что вот как раз прохождение через территорию района вот этих крупных наших трубопроводов, оно дает тоже определенный уже какой-то толчок в развитии тех или иных направлений. Ну и, конечно же, я считаю, что мы должны и наши традиционные отрасли, в первую очередь золотодобычу, никакого образа не забывать. В принципе, планы у всех компаний неплохие. Я встречался с руководителями за это время, вот 4 недели я руковожу республикой, я встречался и с руководством Полюс золота, и Селигдара, и там, в принципе, планы неплохие. Вот. Рост ежегодный? Есть рост, и есть самое, даже не то, что рост есть. У компании есть вполне понятное видение будущего. И это очень важно в нынешней ситуации, что компания считает, что вот так мы будем развиваться, так мы будем выходить вперед. Вот. И еще раз говорю, мы промышленными районами будем заниматься больше, нежели чем это было раньше. Но вот в Алданском районе, в отличие от Нерюнгри, пробуксовывает создание ТАСЭР. Как можно ускорить этот процесс? Вы знаете, я вообще не очень хорошо понимаю, зачем этот ТАСЭР именно должен быть отдельно создан. Сегодня закон нам позволяет в рамках ТАСЭР Южная Якутия площадки иметь и в Алданском районе, и в Алекинском районе, и ничего в этом катастрофического нет. Вот сейчас, например, ТАСЭР Кангаласы, который есть в городе Якутске, туда сейчас просятся территории из Хангаласского улуса, из Мегино-Кангаласского улуса. Так, закон это позволяет. Нам главное, чтобы вот эти предприятия, которые у нас здесь есть в Алданском районе, готовые реинвестировать, готовые стать резидентами ТОРа, они свои документы правильно оформили, и у нас уже есть
предварительные договоренности с управляющей компанией ТАСЭР Южная Якутия, с Минвостока. Минвостоком мы вчера разговаривали, у нас в Якутске был министр по развитию Дальнего Востока Александр Александрович Козлов, так, о том, что мы как раз будем масштабировать тур Южная Якутия и те проекты, которые у нас есть на территории прилегающих районов, это вот Алданский, Алехминский район, будем туда их прописывать. То есть они, грубо говоря, будут считаться резидентами этого ТАСЭР, но, конечно, вся их деятельность, она будет проходить здесь, на территории Алданского района. Я считаю, что это будет гораздо более быстрее и эффективнее, нежели чем мы потратим там пару лет на то, чтобы оформить какие-то бумажные документы, на то, чтобы здесь организовать площадку под названием ТАСЭР Алданский, например. Да? А пока суть до дела, может, эти инвесторы, они уже уйдут в другой район или вообще в другой регион. Так не будут нас ждать, пока мы тут что-то начнем там кашу варить. Угу. Программа «Местные кадры в промышленность». Каковы первые результаты и этапы развития? Знаете, я считаю, что это очень важная программа, она очень нужна. Я вот был сейчас и в Нирингре, был и в Мирнинском районе, сейчас в Алданском районе нахожусь. Я вижу, что, в принципе, у руководителей крупных недропользователей, которые начинают работу на территории Якутии, нет отторжения к местным кадрам. Они... Наоборот, вот, например, в том же Нейрингере очень заинтересованы в том, что именно наши местные кадры вот из Нейрингера, из Алдана, из других районов республики работали у нас здесь, на этих предприятиях. И, в принципе, результаты неплохие. У нас за прошлый год, где-то мы, если так прикинуть, порядка 3000 человек у нас устроено, именно местных кадров, так, причем несколько сотен их из села, это тоже очень важно, так, потому что у нас основная доля безработных все-таки пока на селе, к сожалению. И программу мы ставим достаточно амбициозную, чтобы вот в период до 2024 года у нас еще порядка 10 000 рабочих мест было создано именно для наших местных кадров промышленности. И с руководством всех компаний мы ведем переговоры. В принципе, еще раз говорю, никто, ни от кого я отторжения не встречал. Ну, если кто-то какое-то отторжение будет, ну, будем разговаривать с этими компаниями, хоть с крупными, хоть с маленькими, так. Потому что я считаю, что в первую очередь рабочие места, конечно, при соответствующей компетенции, так, при прочих равных, должны быть отдаваться как раз тем кадрам, которые у нас живут и работают долгие годы в Якутии. Вот. Ну и, конечно, вот сюда, но при этом, конечно, вот все компании ставят вопрос, я недаром употребил это слово, о компетенциях наших ребят, потому что сейчас современная техника очень сложная, вот, очень, во-первых, дорогостоящая, так, простого там человека, не знающего посадить, там, на миллионы долларов можно убыток сразу получить. Переподготовку кадров. Поэтому должна быть и переподготовка кадров, это наша уже зона ответственности, должна быть хорошая подготовка в наших профессиональных колледжах. Вот, и это тоже наша ответственность, так, мы этим должны заниматься, с тем, чтобы наши ребята получали, еще раз говорю, не те компетенции, которые были нужны там 20-30 лет назад, да, ну, те же сварщики, например, чтобы обучались на современных аппаратах, а не на тех, которые там еще в советское время, знаете, использовались. Вот. И они должны быть способны работать на самых таких сложных стройках, которые сегодня идут. Я думаю, что это нам под силу, и мы это сможем добиться. Вы говорили, что до конца июня завершите кадровые изменения в правительстве республики. Владимир Солодов, это было последнее назначение? Я думаю, что, конечно же, этот процесс будет продолжаться. Вместе с тем, ну, перетряхивать все правительство тоже пока не резон, но вместе с тем они все равно изменения будут. Мы не можем там сказать, что вот представителя правительства назначили, и на этом мы останавливаемся. Так? Наоборот, этот процесс должен идти. Меня многие не то что критикуют, да, мне многие говорят: Арсений Сергеевич, а зачем ты вот увольняешь людей, они же там долго работали, они заслуженные люди, они сейчас будут там против тебя что-то делать. Может, лучше было бы дождаться выборов и после выборов это сделать и так далее. Но вы знаете, у меня нет этого времени. У нас республика находится в тяжелейшем состоянии. Я, честно говоря, не ожидал, вот, что, по крайней мере, в части бюджета, что у нас ситуация настолько запущенная. И мы сегодня должны решать еще задачу восстановления ряда районов после самого разрушительного за последние 20 лет наводнений. Это тоже, поверьте мне, 1 миллиард рублей наших расходов. И даже не только деньги там решают, там и организация работы, завоз и так далее. Вот на ту же Колыму сейчас даже при всем нашем желании мы завезем, например, если начнем завозить из Якутска, например, да, мы завезем стройматериалы в сентябре месяце, когда там уже снег начнется. Вот, соответственно, сейчас надо товары уже брать в Магаданскую область, оттуда пробовать завозить.
Ну, ситуация, еще раз говорю, крайне непростая, и вот как раз я считаю, что вот мы всем миром, именно если объединимся, то только в этом случае при помощи федеральных правительств мы сможем решить проблему по восстановлению после паводка. Задача по бюджету, она вообще очень, еще раз говорю, крайне напряженная, и здесь я практически в ежедневном режиме работаю и с федеральным правительством, с нашими крупнейшими компаниями, для того, чтобы все-таки в 2018 году мы бюджет смогли сбалансировать. У нас сегодня бюджет не сбалансирован, ну, порядка на 15 миллиардов рублей. Это вот то, что очевидно, об этом я сейчас говорю открыто. Вот. Сейчас уже как бы проблески появляются, что мы должны сделать, чтобы получить стабилизацию бюджета, так, сбалансированность бюджета. Но еще раз говорю, ждать, пока вот там выборы пройдут, там изберут, не изберут, после этого начать действовать. Просто я не имею права поступать так, потому что у меня ответственность перед каждым жителем нашей республики за то, чтобы люди Новый год встретили в республике, который имеет хороший бюджет, который выплачивает заработную плату, оплачивает социальные какие-то выплаты, там, выплачивает коммунальные платежи так вовремя, вот, а не в республике, у которой будет очень негативная ситуация финансов. Много вопросов возникает по поводу Владимира Солодова, да, председателя правительства. Почему именно он? Ну, во-первых, Владимира Викторовича я знаю достаточно давно, с 2012 года. Это не тот человек, которого я вот узнал совсем недавно. Мы с ним общались, когда он еще работал в Московском государственном университете, потом, когда он работал в Агентстве стратегических инициатив при президенте Российской Федерации. Ну и последние вот годы, с 2015 года, мы с ним практически очень часто тоже работали в рамках уже реализации программы развития Дальнего Востока. Это один из самых, наверное, талантливых вот молодых управленцев нашего времени. Это один из тех людей, которые разрабатывали реформу госслужбы, так, и один из тех людей, которые вот готовили и сейчас реализуют программу развития Дальнего Востока. Вы знаете, вот я очень рад, что смог убедить и Владимира Викторовича к нам приехать, так, смог убедить Юрия Петровича Трутнева, что такой кадр Якутии сегодня необходим. И, конечно же, поручение, которое я сегодня даю Владимиру Викторовичу, я уже вижу и другой уровень исполнения, вот, нежели чем он был раньше. Ну и, конечно же, это именно тот человек, который нужен мне в моей команде. То есть вы команду подбираете только тех людей, которых знаете, и проверенных людей? Вы знаете, я могу брать людей, которых, может, и не знаю, да, но которых кто-то, кого я лично знаю, кому доверяю, может дать мне хорошие рекомендации. Это раз. Во-вторых, в любом случае, я понимаю, что спрос за состояние дела в республике в конечном итоге все равно с меня. Что у руководства страны, что у нашего населения. Соответственно, вот подбор команды – это уже моя ответственность. Я подбираю тех людей, которые, на мой взгляд, способны решать крайне непростые и сложные задачи, которые стоят перед нашей республикой. Вот та же Ольга Валерьевна Балабкина, которая долгие годы работала в Вилтумене, она сегодня, вот, на мой взгляд, абсолютно востребованный человек в нашем правительстве, как человек, который будет курировать социальную сферу. Потому что там у нас тоже вот, вопросы выше крыши. В каждую отрасль ткни, социальную защиту, образование, культура, спорт, здравоохранение, везде проблемы. И причем те проблемы, которые надо решать вот именно по государственному. Так? И порой надо принимать и непопулярные будут решения. Так? Вот. Не все же нам там раздувать штаты, не все же нам повышать зарплату. Так? Но вместе с тем я считаю, что мы все должны делать в интересах людей, чтобы разъяснять людям, почему мы так делаем, для чего мы так делаем. И вот, например, сегодня надо потерпеть, а завтра будет лучше. Вы знаете, когда открыто разговариваешь с людьми, люди всегда все понимают. Кадры на местах. Как вы будете выстраивать взаимоотношения с ними? Все ли устраивает сегодня в этом плане? Вы знаете, я же сам глава крупнейшего муниципального образования, который на этой должности работал 6,5 лет. Так? Я прекрасно знаю всех глав районов. И они меня знают. Так? Многих из них я еще помогал выдвигаться, еще будучи руководителем администрации президента Вячеслава Анатольевича Штырова. Так? Поэтому у меня в этой части очень большой опыт. Я знаю этих людей, они меня знают. Так? И я уверен, что мы должны работать уважительно, мы должны работать в интересах жителей наших районов, так, наших городов, наших сел. Здесь никакого понебратства быть не может, с одной стороны. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что такое доверие народа. У нас все главы избраны населением, они несут прямую ответственность перед населением. Так и если население по тем или иным причинам людям доверяет управлять,
районами, городами, поселками, так, то я этот выбор должен уважать и должен работать именно с теми людьми, кого выбрал народ. Так. Но если человек не справляется, мы, конечно же, должны об этом и народу говорить, но и с человеком тоже разговаривать. Бывают же, знаете, объективные причины, бывают субъективные причины. Вот. Иногда люди исправляются, я знаю много таких примеров, но иногда люди не исправляются. Ну, с такими людьми надо прощаться. Так, поэтому здесь у меня подход очень, еще раз говорю, абсолютно утилитарный. Человек, избранный народом, должен работать во благо этого народа. Если у него получается, будь он там хоть какой партии, будь какого возраста, этого человека надо поддерживать. А если у него, там, пусть он хоть 10 тысяч раз заслуженный человек, но у него ничего не получается, район хереет, вопросов больше и больше, ну, что тут? Надо уже думать о замене человека. Спасибо, Айсен Сергеевич, за интервью. А я напомню, что мы проводили интервью с исполняющим обязанности главы Якутии Айсеном Сергеевичем Николаевым.